В эфире новости. Я и мои коллеги подведем итоги главных событий этого дня. В студии работает Василий Радченко. Здравствуйте. Во дворе одной из школ Якутска злоумышленник напал на ученицу. Чтобы своровать сумку, он нанес более 10 ударов в голову. Владельцы мессенджеров должны будут подтвердить личность пользователей. Правила идентификации, определенные правительством, вступили в силу сегодня. А жители Нерюнгри, между тем, обратили внимание на проблемы довольно оригинальным образом. Они украсили выбоины в асфальте живыми цветами. В Якутск прибыла группа Дальневосточного поисково-спасательного отряда МЧС России. 30 спасателей примут участие в предупредительных мероприятиях для обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод. Кроме того, они проведут мониторинг гидрологической обстановки и, при необходимости, незамедлительно окажут помощь населению во время половодья. По состоянию на сегодня кромка ледостава на реке Лене в Иркутской области находится в населенном пункте Красноярово Киринского района. В 120 километрах выше города Киринск до границы с Якутией еще 536 километров. Лед темный, закраины составляют 30%. Динамика за сутки составила 63 километра. Нападение на школьницу в одном из дворов образовательных учреждений произошло в Якутске. Злоумышленник, находясь на территории 31-й школы, напал на ученицу 10 класса и, нанеся ей не менее 11 ударов в голову, похитил сумку. Об этом сообщило Управление Следственного комитета республики. Свидетелем происшедшего стал 11-классник, который и задержал нападавшего, и далее вызвал полицию. Шел в школу через главные ворота, ничего не предвещало беды. Иду такой, и впереди вижу мужчина, такой с дряхлой одеждой, он чутка хромает и в быстром темпе идет с женской сумкой. Ну и посмотрел, сразу заподозрил, пошел дальше на 5 метров примерно. Потом услышал крики уже, там девочка кричит, плачет. И вдруг вижу, он забежал за гаражи уже. Пошел за гаражи, я за ним. Иду такой, и вдруг за гаражами стоит и в сумке роется. Я сказал ему, типа, стой, что ты там делаешь? Пошел за ним, он меня увидел и начал убегать. Он в такой пьяном состоянии был, далеко не мог убежать. Я его догнал, ударил затылок, он упал, сумку уронил, забрал, и поднял, и девочка сумку вернул, вызвали в скорую и полицию. Пострадавшую доставили в медучреждение, где ей оказали первую помощь. По факту происшествия возбудили уголовное дело. К другим темам. Якутия возглавила число регионов с самыми экстремальными условиями. Испанская газета «Эль Паис» составила список городов мира, куда вошли населенные пункты с самыми сложными для жизни и туризма условиями. На первое место в своем рейтинге газета одновременно ставит город Якутск и село Аймикон. По мнению авторов, Якутск отличается максимально экстремальным климатом. А именно, температура воздуха зимой опускается до минус 40, а летом может достигать плюс 29 градусов. Из-за чего город редко привлекает внимание туристов и создает для местных жителей серьезные трудности для жизни. Наравне с Якутском издание признает самым экстремальным местом на планете село Аймикон, где в 1926 году температура воздуха опускалась до минус 71,2 градуса. Первые испытания техники для суборбитального туризма стартовали в России. Частная компания «Космокурс», планирующая совершить подобные полеты, приступила к первым испытаниям своей ракетно-космической техники. В частности, на прочность образцов огневой стенки двигателя. Их уже изготовили и передали в лабораторию. Ранее компания «Космокурс» объявляла о подписании соглашения о создании космодрома под Нижним Новгородом. До этого она получала лицензию Роскосмоса на космическую деятельность. Для полета на высоту 200 километров «Космокурс» разрабатывает одноступенчатую возвращаемую ракету и 7-местный космический корабль. Ожидается, что первый полет будет совершен в 2025 году.
Владельцы мессенджеров должны будут в обязательном порядке подтверждать личности пользователей. Правила идентификации определены постановлением правительства и вступили в силу сегодня. Идентификация проводится по номеру телефона. Администрация мессенджера попросит абонента совершить ряд действий, которые позволят достоверно установить, что сообщенный при регистрации номер телефона принадлежит данному человеку. Проверять номер будут также у операторов связи, который обязан внести в свою базу данных уникальный код идентификации абонента, который ему присвоит мессенджер. Ипотека 6% в России стала реальностью. Для повышения рождаемости в стране Владимир Путин подписал новый указ о разработке национальной стратегии в интересах детей. Семейная ипотека – это льготная программа с государственной поддержкой. Теперь семьи с 2 или 3 детьми могут снизить ипотечные платежи не на 3 или 5 лет, а на весь срок кредитования. Более подробно расскажет наш корреспондент Руслан Варламов. Софье Яковлевой уже 3,5 года. Она активно готовится к детскому садику. В прошлом году в семье родился еще один малыш. Еще в 2016 году семья Яковлевой вступили в ипотеку под 11,4%. И теперь с рождением Мирона у молодой семьи есть возможность перейти на более выгодную процентную ставку. Мы очень обрадовались, когда заработала эта программа. В будущем хотим сейчас ипотеку перерефинансировать на 6%, так как у нас в Сбербанке находится сейчас. А в 2016 году, когда мы приобретали, еще такого закона не было. Но мы очень рады, что такая программа все-таки заработала. Считаю, что очень нужная программа для нас, для тех, у кого 2 и более детей. Кредит под 6% будет действовать только на новостройку готовой или строящейся квартиры у застройщика. Объект должен быть приобретен у юридического лица за исключением инвестиционных фондов и индивидуальных предпринимателей. Срок кредита от 3 до 30 лет, сумма кредита в центральных городах от 500 тысяч до 12 миллионов рублей. В Дальневосточном округе, в частности в нашей республике, полагается до 6 миллионов рублей. При этом обязательный первоначальный взнос должен быть 20% от суммы приобретаемой квартиры. Как и раньше, он может полностью состоять из материнского капитала. Для жителей Дальневосточного округа особые условия. При рождении 2-го или последующего ребенка с этого года льготная ставка меньше на 1%. То есть семья с детьми может взять ипотеку под 5% на первичном рынке недвижимости. Если у жителей города есть возможность приобрести только на первичном рынке у юридического лица, то для жителей сельских районов у нас хорошая новость. Если вы проживаете не в городе, а в любой сельской местности, в селе каком-то, то вы можете приобрести недвижимость и у физического лица, то есть купить готовое жилье на вторичном рынке. Еще одна важная деталь: по программе семейной ипотеки под 6% можно рефинансировать ранее уже рефинансированные кредиты. Участвовать в программе могут семьи, которые планируют 2-го и последующего ребенка до 2022 года. Необходимо отметить, что на период перехода от своей ставки к 6%, пока идет перерегистрация кредитора, на 1-2 месяца ставка будет повышенной. Ориентировочно на 2% от ключевой ставки. После уже полного перехода ставка будет 6 либо 5% по условиям государственной программы. Стоит отметить, что льготная ипотека под 6% направлена на дальнейшее увеличение рождаемости. Поэтому претендовать на субсидию могут только те семьи, которые планируют рождение 2-го и последующего малыша в период с 2018 по 2022 годы включительно. Руслан Варламов, Георгий Григорьев, Якутск. В Нерюнгринском районе прошел четвертьфинал интерактивного тактического сюжетно-ролевого квеста «Стратегия победы». О военной игре в материале Александры Цыбиковой. Попадание есть? Есть. Медсестра на рубеж. Четверть финала прошла в тактической форме. Каждой команде организаторы определили необходимые танки, в которых экипажи из участников расположились на поле и выполняли режим сражения. Это поле здоровенное, то есть 9 на 11 метров. Мы специально это поле делали по просьбе, нам его сделала городская администрация, для того, чтобы ребята могли удобно располагаться в каждом квадрате.
Каварденко будет, соответственно, поле – это макет шахматного или там шашечного поля, да? Задача каждой команды – показать сплоченность, не допустить штрафных баллов, сделать как можно больше попаданий в объекты противника и показать лучшее время, чтобы принести призовые баллы. Большая доля ответственности легла на плечи медсестер, которые отвечали на вопросы по основам безопасности жизнедеятельности. Я отвечаю правильно, команда остается на поле и она вылечивается. Я была командиром второго экипажа. Было немножко обидно, что наша медсестра иногда неправильно отвечала на вопросы, и мой корабль, мой танк, точнее, самый первый был разгромлен, можно так сказать. Я специально выбирал медсестру, которая изучила курс с 5 по 7 класс, повторила его. Для участия в этой игре. Участие в подобных квест-играх, как один из вариантов досугового времяпрепровождения, дает возможность подрастающему поколению узнать детали Великой Отечественной войны и полюбить историю своей родины. Александра Цыбикова, Захар Головин, Нерюнгри. Автомобилисты стали чаще жаловаться на плохие дороги. Количество соответствующих обращений в ГИБДД по России выросло в 3 раза. Об этом сообщил заместитель начальника госавтоинспекции МВД по России. Ну а жители все того же города Нерюнгри подошли к данной проблеме весьма необычно. Они украсили выбоины на асфальте цветами. Таким образом, нерюнгринцы попытались обратить внимание городских властей на состояние дорог в Южной Якутии. Отчетный концерт образцового ансамбля эстрадного танца «Калейдоскоп» собрал полный аншлаг в Доме дружбы народов имени Кулаковского. Все лучшие номера, хиты прошлых лет были собраны воедино и представлены на суд зрителей. Сюжетной линией концерта стала тема высоты и свободы творческого полета, а также детские мечты. Основной костяк ансамбля – это именно дети в возрасте от 3 до 16 лет, которые уже, несмотря на юный возраст, стали лауреатами и обладателями гран-при многих международных конкурсов и танцевальных фестивалей. Коллектив часто выезжает и достойно представляет республику на различных международных площадках. Моя дочка занимается 7 лет в коллективе «Калейдоскоп». Получается, уже 9 лет, как мы ходим. Мы очень рады результатам, мы довольны коллективом. Мы желаем дальнейшего процветания, потому что наши дети все-таки становятся, ходя в коллектив такой, организованными, красивыми. У них у всех красивая выправка. Они очень влияют. Они влияют и на учебу. Вот то, что дети становятся собранными, они вовремя все делают, они организованные. Мы довольны. На этом выпуск подошел к концу, но наши корреспонденты продолжат следить за развитием событий, а мы будем держать вас в курсе новостей. Спасибо за внимание и всего вам доброго.